Аян, давай. Давай, собирайся, помогай. Все, доброе утро. Точнее день. Время уже 3 часа дня. Мы уже собрались. Пьем чай. И сейчас будем отправляться дальше на Брюссель. Да, да, немножко грустновато отсюда уезжать. Здесь так хорошо в этой школе. Свободно, тихо. Баук уже с утра рано ушел на работу. Вчера мы уже перед сном вечером попрощались заранее. Да, Ая даже не хочет уезжать. Или наоборот хочет ехать. Но у нас хорошо, уже есть у кого остановиться в Брюсселе. Настя нашла на Вормшаурсе. Как мы любим. Да, там ждет семья нас с детьми тоже. Вот, так что все отлично. Есть стимул ехать. Но немного грустно отсюда. Это, наверное, одна из лучших вообще вписок. Каждая вписка, она классная, конечно. Но здесь именно простором для ребенка. Много места вот для нее бегать. Очень безопасно. Нет лестниц. Да, Нет перил. потому что это начальная школа, и ее строили для детей. То есть для детей здесь все отлично. Сейчас мы проезжаем Лейден город. Это родной город Армина ван Бюрена, кто в теме. Обычный нидерландский городок. Давно мы не ели арбузиков. Здесь в Европе с арбузами не то чтобы проблема, но нет таких больших арбузов, как у нас, астраханских. Вот, не привозят. Вот сейчас видели, какие-то были большие арбузы, но цена, соответственно, вот за этот маленький арбузик, он, наверное, килограмм, да? Килограммовый. Цена 3,30, 3 евро 30, то есть это дороговато довольно-таки. Вот, но решили взять, уж что-то хочется прям, чувствуется недостаток арбуза в крови, потому что арбузы вообще в прошлом году только ели. А ту осень уже, мы вообще не пробовали в этом году ни разу. Да. Сейчас передых, проехали вот Лейден и едем в сторону Роттердама. В Роттердам сегодня заезжать, наверное, не будем, а остановимся перед ним, попробуем найти место. Пока были на отдыхе, так хорошо немножко посвежело. Трудно сказать, похолодало, просто была жара очень сильная. А сейчас где-то 17 градусов и ветер. И так зябко немножко, но это кайф, это лучше, чем жара. Из городов иногда порой очень сложно выезжать. Очень развитая сеть велодорожек, и просто путаешься в них иногда. Не знаешь, какой дорогой поехать. Влажная такая внутри.
Все мы в палаточке сидим. Уже темно практически. Закат шикарный. Место главное нашли. Отлично, спим. Отдыхаем. На улице прохладно, так зябко. Осенние вечера. Самолетик. Посадочная полоса. Вот и Роттердам. Зашли сейчас в Роттердаме в Декатлон. Да, у Насти все, сдулся коврик. А у Аи вообще не было, спала на Да, и мы решили сейчас взять коврик Аи. пенку. 2 раза, в 3 даже можно сложить. Да, недорого, дешевенько, но ничего, нормально. Затестим сегодня. Никита тоже скоро. Мне, походу, тоже скоро, потому что потихонечку... Короче, Алиэкспресс, не берите коврики, которые мы показывали. Нет, нормальные они, коврики. Они легкие и дешевые да, относительно. Просто у Насти он сразу изначально как будто бракованный был. Вернуть мы уж не смогли, мы уже в дорогу поехали. Все, начался дождик. Вот. Такой моросящий. По прогнозу на весь день. Ну ничего, ехать можно вроде. Ого, здесь целый туннель для велосипедистов. Вот это да. Вот такого мы не видали еще, что специальный велотуннель. Вау! Вот у меня, россиянина, просто в голове не укладывается, чтобы можно было построить мост, туннель даже, не мост, просто для велосипедистов. Я просто не понимаю. Россия и Голландия — это две реальности абсолютно. Да вообще с Европой. Вот здесь есть лифт. Мы, конечно, поедем на лифте, хотя есть эскалатор, но все едут на лифте. Даже пацаны. Им в ломы ехать на эскалаторе. Все пользуются лифтом. Лифт обалденный, но он нам, оказывается, не нужен был. Нам надо было вот туда вдоль ехать. Ну, что покататься же, раз построили, надо. 5450 килограмм у него. Вместимость 75 человек. Да, хороший лифт вообще. Очень тяжелый, очень медленный.
На перевалы нам такой лифт надо, когда горы начнутся. Все, мы поставили палатку, уже вечерок, отдыхаем. О, луна замечательная, растущая с ветряками. Место довольно шумное, конечно, тут трасса рядом, но спокойная. Это пляж, погода дождливая сегодня весь день, сейчас уже прохладно, естественно, никого нет. О, отсюда видно вот это светящийся, это нефтеперерабатывающая, завод нефтеперерабатывающий Shell, огромный, судя по карте. Отсюда видно, как он дымит и горит. Здорово. Завтра уже будем в Бельгии. Сегодня это наша заключительная ночевка в Нидерландах. Нидерланды нам очень понравились. Это замечательная страна. Это просто... Взять только одну велоинфраструктуру, конечно, здесь поражает просто, на самом деле. На велосипеде везде без проблем, в любое направление. Все создано для велосипедов. Как сегодня уже видели, даже есть подводный туннель через реку. Под рекой, точнее. Это вообще удивляет, конечно. Это все здорово очень. Поэтому и люди здесь очень открытые. Очень открытые. На общение очень легкие. Красота. Все, доброе утро. Мы уже собрались. Готовимся ехать. Ветер вроде сегодня попутный, но ночевать под ветряком то еще удовольствие, я скажу. Да, днем вроде его не так сильно слышно на фоне общего шума, ветра, дороги. Но ночью это просто как будто вот этот вихрь прям над твоей головой идет. Вот эти крутится. Это вообще плохо спали, конечно. Я вот не выспался, долго из-за этого спали. Сейчас уже время почти сколько? 12 час, уже полдень пошел. Да, 11:02. Ну что, собираемся, едем. Вроде ветер дает надежды, что сегодня нормально проедем. Почти как попутный. А я вон ест облепиху. Покажи облепишку, покажи, ягодку. Ну что, все, мы в заключительном городе Нидерландов, Росендаль. Фу, дождик все накрапывает, ветер немножко помогает, но не мешает, самое главное. Вообще отлично. Ой, проснулся.
Ох, вот мы и в Бельгии. Аечка даже проснулась. Прощай, Нидерланды. Надеюсь, когда-нибудь увидимся. Замечательная страна. Посмотрим, какая Бельгия. Такое обычная граница. Возле дома знак. Вот она, государственная граница. Все бы такие границы были бы, было бы замечательно. Будем к этому стремиться. Работы у нас еще много. Россию переделывать будем. Все, лафа с велодорожками закончилась. Едем по обычной дороге, по обычной полосе. Вообще непривычно. К хорошему так привыкаешь. Какие-то шалтай-болтай разметки. Непонятно. Ох, сейчас стали отдохнуть. Тут нашли какой-то частный лесочек. Здесь даже есть березки. Здесь мало, конечно, тут не свойственные. И много мха тут очень. Это климат здесь влажный, такой морской. И все леса очень влажные. Если вот одни даже есть, такие искусственные, посаженные, то они все очень влажные. И палатку здесь не особо охота ставить, потому что если будет дождик, то все будет мокрое и долго будет просыхать. Вот. Сейчас мы стоим уже под Антверпеном. И сегодня поедем, постараемся проехать Антверпен, чтобы завтра уже встать и поехать на Брюссель. Вот посмотрим сейчас, как получится. С велодорожками здесь немножко лафа кончилась после Нидерландов. Она какая-то очень петляющая, ведет непонятно куда. Лишние крюки приходится делать, а хочется ехать напрямую. Но там стоит знак, запрещено на велосипедах. Ну ладно, не будем так уж рисковать, уж будем по велодорожкам ехать. Мы уже километров 5 едем, наверное, по такому лесу. Тут тис вроде, да, дубы, липы. Замечательно. В общем, мы-то со Швеции такого не видели. Так, а теперь смотреть в карту, по какой дороге нам ехать, туда или сюда. Очень сложно здесь ориентироваться по указателям, потому что велодорожка то туда, то сюда, уже говорил об этом. Сейчас мы Антверпен проходим по касательной. В сам Антверпен не будем заезжать, уже время позднее, нам еще ночлег нужно искать место, что будет, видимо, сложно, судя по карте пока, потому что все заселено.
Вот жалко, конечно, что так Антверпен проезжаем. Если вы помните, в сериях монгольских моих, в самом конце Монголии, когда я там вписался в юрту, в хостел, там со мной был, я уже не помню имени, европеец из Бельгии, профессор из университета. Вот он из Антверпена. Он мне оставил свой адрес электронный на бумажке, только я уже не помню, где это было. Вот, сейчас дорогу перехожу. Не помню, где эта бумажка, и не смог ему написать. Жалко, конечно. Ну ладно, сейчас едем по окраинам Антверпена. Ух. Аечка спит, слава богу. Мы гоним. О, специально для велосипедистов асфальт положили по брусчатке. Это сильно. Ох, ночевку мы еще не нашли пока, здесь очень сложно. По карте смотришь, думаешь, парк, зеленая зона, но это все за забором. То есть чьи-то владения просто большие. Вот, и мы уже поставили наш рекорд семейный. Уже за 81 километр перевалил. Наш рекорд был 80 километров, который мы поставили в Ленинградской области. Вот, и мы его побили. Теперь у нас бельгийский рекорд. Не знаю, сколько получится в итоге. В общем, вот мы остановились в этом лесу, поставили палатку. С лесами здесь проблема, как показал наш французский French friend, французский друг. What is your name, sorry? Луис. Луис, вот. Луис приехал вчера, стоит там, фонариком что-то светит. Я вначале думаю, что это местные, нашли нас, думаю, сейчас полицию вызовут или что-то. А потом смотрю, с великом ломанулся в лес, и я сразу понял, что это наш брат, короче, вело. И вот он стоит, сегодня ночевали вместе. Very good. Сейчас он собирается, мы тоже сейчас соберемся и поедем на Брюссель. Вот. Because my address is very long. Well, I can write you. Okay, okay. Yes. Сейчас зашли в Карафул. Сегодня загнали себя. С утра не покушали. Сил просто не было. У меня даже сейчас сил говорить пока нет. Но мы сейчас поели, посидели, взяли продуктов немножко. Шоколад местный с кока-колой для энергии. До Брюсселя нам еще 20 километров. Сейчас силы, надеюсь, придут. Но не завтракать это плохо.
Аечка у нас, кстати, права получила международного масштаба. Покажи-то, как руль крутишь. Покажи, как руль крутишь. Ох, сейчас начались такие первые горочки. Я посмотрел, границы с Францией, там вообще начнутся подъемы такие. Ну, не вообще, но после голландских низменностей это высоты нормальные. Скоро приедем. Уже мы в Брюсселе. Едем по его окраине. И едем на место в Писке. Все, мы приехали к Джеффри, Гав и Элади, ее маленьким, их маленьким. Camille. Да. А я довольна. Because I think it will be so yes, but if you want, I have this. If you want with tomato. Là, oui. Allez Camille, tu arrêtes Camille. Camille. Oui. Non, j'ai pas vu. J'ai vu du paprika, mais je pense que c'est assez. On va l'enlever la feuille. On va essayer, on va pas la manger. Je vais déjà couper pour. Moi aussi beaucoup. Alors moi j'ai le fromage. Le colle. Il sent mauvais. Il est du fromage. Attends. Ah il y a des... On sort de là. Because we cut, we are not Italian. I don't need it. We traveled before the children. So we traveled too before, Before. and it was so easy for us. I think now I think so. We tried. One year before we traveled from France to Budapest, and so after. Allez, bijou ta gueule. Ouais. Allez go. Yeah. Ouais. Tata. Allez. Viens-moi. Ah, viens-moi.
Все, мы отдыхаем в Брюсселе. Вчера я не пойму, чем отравился. Отлеживаемся весь день, поэтому я вообще не снимаю ничего. Сейчас мы здесь также в окраине встретились с Оксаной. Привет! Да, и с Иваном. Привет. Тоже наша чувашская семья, можно сказать. Вот, это с ними мы познакомились благодаря Никите Уськову, которому привет большой. Вот. Спасибо, Никит. Очень хорошие люди, классные. Да, нам тоже приятно пообщаться, наконец, с русскоговорящими, потому что тоже давно не общались нормально, так по душам. И вот можно посидеть в приятной компании, в парке замечательном, брюссельском. Вот, сидим. Я немножко состояние у меня не очень хорошее, конечно. Стало, Да, сейчас лучше стало. Вот никогда не травился. Вот сколько путешествовал, наверное, лет 6. И вот такого у меня никогда не было. Не пойму, что я съел. Загадка, короче. Катай, катай. Нравится тебе? Второй круг, что ли, пошел? Еще пойдешь? Ну все, ему там с деткой сейчас живем. Никита сам так понимал. Я хочу! What's the... Ой, они стают и стают. Ну, это папа, мама, дети. Когда же книжку читаешь, в этот момент у тебя все энтузиазм, а потом забывается уже, что было, и я, чтобы не забывать. Camille. Camille. Attends. Tu vas voir mes Non, cartes? j'ai dans mon sac. Attends. Oudering shopping. Links uitstappen. Oudering shopping. Débar. Найти место, которое самое-самое-самое, чтобы мама прям рукой лицо сделала из этого.
Ох, сейчас мне полегчало сегодня. Хорошо, что нам ребята дали возможность еще сегодня один день отдохнуть. Они говорят, отдыхайте, по городу прогуляйтесь. Вот, и сейчас стоим возле Европейской комиссии, короче, это как административный центр Евросоюза. Прикольное место здесь. Pero claro, la única razón de hacer eso, que al final no resuelve. Гиппопотам? Шумный ребенок. Самый шумный пупсик в Бельгии. Ну все, мы собрались, готовы отправляться. Интервью не записал у Джофруа и Элоди. Они говорят, мы не сидим в Ютубе, не хотим, чтобы мы там были. Вот, ну ладно, я не стал ничего настаивать, объяснять. Не хотят, ладно. Вот это их гараж. Настя приболела сейчас немножко, поэтому мы много не проедем сегодня. Заедем в соседний лес и будем там отлеживаться. Вот так угораздило нас двоим заболеть. Я хоть чуть-чуть сейчас уже отошел. Все. Спасибо этому дому. Спасибо этому району замечательному. Жалко, что вот так не удалось особо поглядеть, посмотреть. Ничего, зато поболели, отдохнули.
Все, нашли замечательное место в лесу. Не то чтобы замечательное место, просто лес нашли обалденный. Ставим палатку. Все, отдыхаем, не знаю насколько. Наверное, сегодня и завтра придется отлеживаться, потому что сегодня у Насти такая самая фаза активной болезни. Завтра как минимум надо, наверное, еще отлежаться. Я не знаю, успеем ли мы в Париж. Придется нам нагонять. Но вот еще после болезни Насти форма, конечно, будет не самая лучшая. Ну ладно, Париж, не Париж, нам по барабану, честно говоря. Главное здоровье, чтобы было, остальное пофиг. У нас там мероприятия. И вот поэтому я не люблю, когда какие-то даты намечены. Ну вот я не говорил, что 16 сентября у нас будет встреча Чувашей в Париже, который организовал Виктор Чугаров с Ольгой Николаевой. Вот. Жительницей Парижа, Чувашской. Вот. И организовали. Вот я не люблю даты, когда вот какие-то даты намечают. Едешь в каких-то рамках, получается, как будто ты что-то... Путешествие само немножко нарушается. Думаешь об этой дате. Все, доброе утро. Мы идем с Аечкой в магазин. Продукты у нас закончились. Сегодня мы также лежим. Время уже 3 часа. Отсыпаемся. Настя отлеживается. Вот, Аечка что-то тоже начала немножко сопливить, но вроде все нормально. Просто такая реакция, потому что тесный контакт невозможно исключить, поэтому ничего страшного, переболеем, все нормально будет. Вот. Иду в магазин по парочку.